И опять боль в коленном суставе. Пришла пациентка, у которой боль в коленном суставе при определенном положении. Когда она делает упражнение, когда она присаживается, она чувствует болевые ощущения в районе медиальной части колена. Сходила на УЗИ, сделали УЗИ коленного сустава. Там вроде как проблем никаких нет, но есть воспаление медиальной головки четырехглавой мышцы бедра. Разбирались с этой проблемой. Меня зовут Атякшев Александр. Я врач-остеопат, специалист метода PDTR. Давайте посмотрим, как мы помогли нашей пациентке. Что вас беспокоит? Беспокоит очень поясница, то есть это постоянное ощущение сжатости, сдавленности позвонков именно в поясничном отделе. То есть это напряженно очень иной раз наклоняться, что-то поднимать, еще маленький ребенок, и как бы это вдвойне все усиливается. Вот. То есть была травма когда-то в детстве и периодически беспокоит. То есть это сколиоз. Тоже со школьного возраста, получается, все время сутулимся, правое плечо всегда ниже, чем левое. И так немножко вы стоите, да, чуть-чуть? Да, да. И то есть я понимаю, что когда меня поправляют, а мне кажется, что я как Пизанская башня вроде не ровно, а на самом деле ровно. Но я от этого не ощущаю. И вот последнее время беспокоит правая нога, то есть это либо мышцы, либо связки по бедру, что иной раз плохо держит. Так, какие были травмы? Я понял, что в детстве было Вы как-то упали на попу, да, или как это было? Если честно, не знаем, потому что просто по заключению... Просто есть перелом и все, да? Да, уже заключение того, так вы не помните? Так нет. Так не помните. Все перенесено на ногах, получается. Может быть, какие-то травмы помните? Ну, так вообще был активным ребенком, поэтому я думаю, что... Такого, чтобы там куда-то увозили? Нет, чтобы там что-то ломать, ничего такого не было, но активность была. Ожоги, обморожения? Нет. Удаление, протезирование зубов? Вот зубы, да. Получается, у меня 2 восьмерки. Нижние были в лежачем положении, то есть полностью вырезали, на части делили. То есть было довольно болезненно и ощутимо. То есть периодически какие-то в шее, в челюсти, то есть тоже какие-то отголоски, дискомфорты. Бывает, чувствительность зубов из-за этого поднимается. Хорошо. Операции не было, да? Нет. Роды самостоятельные? Роды самостоятельные. Эпидуральная анестезия? Нет. Нет. Хорошо. Вот сколиоз у вас получается со школьного возраста, да? И вы там пытались как-то его лечить, компенсировать? Если честно, нет. Ну, то есть были физические нагрузки, согласно возрасту, ходила на тренировки, но вот что прям лечить, компенсировать, нет. Хорошо. Давайте тогда начнем с тестирования. Сюда встаньте. Я использую такое тестирование. Чуть-чуть шаг вперед. Да, мы посмотрим сколиоз носа. Да, вот это вот дуга небольшая. Поверните спиной тоже, чтобы зритель увидел. То есть у нас есть вот такая дуга. Да, вот такая. Здесь вот неровненькая. Она стоит, как бы падая вот туда. Да? Поворачиваемся лицом. Теперь я вас немножко буду толкать в сторону, ножки вместе. Здесь будет точка фиксации, здесь будет воздействие. Да? А вы сопротивляетесь. Держим. Сопротивляетесь. Не получается? Нет? Нет? Нет. Хорошо. Теперь в другую сторону буду сопротивляться. Сюда тоже нет. Хорошо. Мы посмотрим, как работает тонус рук. Держим. Рука сильная. Я ее пытаюсь выключить. Она остается сильной. То есть у нас гипертонус верхней конечности. С этой стороны тоже то же самое делаем. Держим. Гипертонус. Теперь мы можем сразу отсюда попробовать поискать какую-то причину. То есть, смотрите, у вас есть нестабильность здесь. Корпус не работает так, как нужно. Очень часто при этом конечности начинают уходить в гипертонус. Такая попытка стабилизировать хоть как-то. Ну, то есть я здесь падаю, но вот я буду как бы здесь держаться, здесь, и вроде как, такая стратегия. Хорошо. А вы про роды просто что-то знаете? Я была очень крупным ребенком. Я родилась 5200. У мамы были самостоятельные роды. Но, в принципе, все прошло удачно, да. И у меня не было проблем потом. Шарфики носите? Иногда, да. Нет такого, что там не нравится шею шарф?
одевать там, я не знаю, высокий воротник, такого нет. Нет? Такого нет, хорошо. Давайте положите вот эту руку вот сюда на шею, вот сюда, вот сюда. Прямо вот так. Все. Снова вас буду толкать, вы сопротивляетесь, хорошо? Стою. Держу. Так легче стоять, нет? Да. Теперь повернитесь ко мне лицом. Сейчас я продемонстрирую, для чего сколиоз. Нервная система на самом деле сколиоз создает для чего-то. То есть это выгодно нервной системе. Если мы возьмем, например, вот эту мышцу, которая не так работает хорошо, как должна, она, кстати, сейчас стала слабой. Да. Чуть-чуть постояла и, вот, и возникла. Чувствуете, да, гипотония? Да. То есть вот она немножко постояла и поплыла. Теперь, если я сколиоз усилю, то есть у вас есть дуга, я в дугу еще сильнее сделаю. Сейчас я посмотрю, где именно ее сделать в грудном отделе. Я ее чуть-чуть вот туда усилю. Держу. Так сильнее. Сейчас я посмотрю на нормотонус. И нормотонично. Понятно, да? То есть что-то с нервной системой происходит такое, что она нестабильна. Она говорит, а если я вот так сделаю, вот так лучше. И она будет стремиться это делать. То есть это компенсация в чистом виде. И что-то, что нагружает нервную систему, включает тонус. И способ найти, способ включить тонус, это вот сколиоз в том числе. Это могут быть стопы, это могут быть зубочистная система, прикус. Но когда вы кладете руку, получается, вот сюда, на шею, сопротивляемся, тонус хороший и слабеет. Мы сейчас это проверим все лежа. Ложитесь на спинку через ножки. То есть какая-то история длительно с вами живет. Да? И вы так адаптируетесь. Мы сейчас проверим ножку. Вы легли, что-то может поменяться. То есть может нормализоваться тонус или уйти в гипертонус. Положение стоя и лежа оно меняет состояние. Не держит. Руку на шею снова. Держим. Лучше. Вообще хорошо. Ну вот она история ваша всплыла. Бывает так, что когда что-то лечит, оно уходит, но потом некая доминантная вот эта история, она слой за слоем как бы. Убрали какой-то слой, теперь вот это. Но в вашем случае это значимо. Теперь вопрос, как это связано с коленом вообще, или связано ли. У вас, получается, болит колено, да, где-то? Вот так дело больно, нет? Нет. Все равно под нагрузкой. Ну да. При здесь пахово. И вот здесь тоже, да, где-то вот здесь. Так больно? Нет. Нам тогда не проверить. То есть, если бы у нас была возможность проверить, например, если было больно, вы положили руку на шею, снова посмотрели, если не больно, то это связанные вещи. А так нам надо либо делать какую-то нагрузку, возможно, там многие просто еще какая-то отдельная вещь. Хорошо, теперь нам уже понять, что там за рецептор. Я немножко так стимулирую грубое касание, сделаю вот такой рефлекс. Надо посмотреть, я просто перебираю, какой там рецептор. Помогло. Сильно? Вообще прям хорошо. Да. И мышцы включились. То есть там рецептор тонкого прикосновения. Будем смотреть, кто компенсирует его. Его компенсирует всегда грубое прикосновение. Мы сейчас будем искать зону, где. Теперь смотрите, я включил. То есть я там снизил сигнал. Все включилось. Сейчас я найду зону компенсаторную. Если я ее придавлю, я как бы уберу подпорку, то есть уберу компенсацию. И нервная система станет хуже, и она снова станет слабой. То есть я так ищу тоже. Сила. Я буду придавливать где-то здесь. Все. 2 зоны. Мы готовы, в принципе, к лечению. Сейчас подумаю, как можно еще обыграть историю. Потому что так слишком быстро как-то. Мы сейчас сделаем что-нибудь еще интересное. Так, сколиоз я показал. Давайте, как еще может компенсировать нервная система эту историю. Мы сейчас все возвращаем. У нас снова возникает слабость. Бьем. Теперь, можем ли мы стопой компенсировать? Откуда берется вальгус? Раз. Держим.
В вашем случае нет. Здесь вальгус. Держим. Вот так, держите. Да. Тоже да. Да? То, что... То есть, возможно, эта нога тоже участвует в компенсации. То есть тут вальгус выгодно сделать. И в вашем случае, если стельку сделать, что будет? Будет хуже. Ну, то есть, если у вас есть вальгус, например, вам ортопед говорит, индивидуальная стелька. Говорил Сейчас уже. будет, говорил, будет идеально. Вам делают идеально, а телу становится хуже. Ну, то есть, может появиться какая-то жалоба в другом месте. Он говорит, я там мне хоть как-то компенсировала. А сейчас я не могу компенсировать. Теперь зубы. Еще один способ компенсировать. Слабость. Сожмите зубки. Держим. Тоже становится сильно. И это приведет к парафункции жевательной мышцы. То есть может быть какое-то напряжение здесь. Ну и там могут быть и нарушения прикуса и так дальше. То есть это вот такая классическая история. Есть что-то на шее, которое появилось в родах, и ребенок, а потом взрослый уже всю жизнь адаптируется к этому. То ли зубами, то ли позвоночником, то ли стопами. Сейчас мы это полечим. Теперь, а витилиго ваша, она когда появилась у вас? 22, мне сейчас 29. У вас у родственников у кого-то есть? Нет. Нет? Ну, я вот недавно с эндокринологом, то есть проблема по эндокринологии, он сказал, что это все врожденно. И аутоиммунный тиреоидит, и витилиго, то есть ты прям с этим родилась, и вот А первые признаки. Вы что-то принимаете? Нет. Просто есть серьезный. Просто есть. Тоже было бы интересно понаблюдать. Я как бы объясняю пациентам, что тело отвечает вот на эту историю, на шее, глобально. Оно не отвечает только тонусом. Ну, да. Просто тонус – это то, что легко обнаружить нам. Мы просто заходим через тонус. Но отвечает эндокринная система. Отвечает, ну, представьте, вы получили травму, наступили на гвоздь, например, не дай бог. Да. Будет реагировать мышечная система? Ну, какой-то паттерн дергания будет. Оборонительная какая-то реакция будет. Будет ваша эндокринная система реагировать. Кортизол повысится. Будет ли реагировать там, не знаю, какие-то другие параметры химические? Ну, они тоже будут реагировать. То есть это все будет какой-то давать ответ. И, ну, просто очень просто зайти через мышцы. Возможно, ваша эндокринная проблема, она связана тоже с этим. Ну да. Да. Мы можем даже это тоже попробовать проверить. Просто самому интересно. Если мы будем нагружать железу, то есть я могу симпатизировать или парасимпатику усиливать, и посмотреть, что будет меняться тонус. Как. Да. Интересно. Интересно же? Держу. У нас есть слабость. Я поглажу железу. Это парасимпатическую активацию делаю. Держу. Не помогает. Я сделаю стимуляцию симпатическую. Держу. Помогает. Это тоже часть проблемы. То есть Да, много. Все вместе. И все и у всего этого одна какая-то точечка на входе. Ну что, будем лечить? Да. Давайте лечить. Так, мы все уже нашли. Все, по-моему, полечили уже. Сейчас я еще раз. Я вот так стимулирую. Делаю рефлекс. И проверяю. Держим. Все включилось. Тонус нормальный. Давайте посмотрим, что поменялось. Постойте. Нормально. Вы спортом, да, регулярно занимаетесь? Ну, сейчас не очень регулярно после родов. А так, в принципе, да, всегда спортивно. Да, теперь смотрите, я снова вас буду толкать, вы снова удерживаете равновесие. Хорошо? То же самое делаем все. Держим. По-другому? Вообще по-другому. Небо и земля, я бы Вообще. тоже сказал, да? Чувствуете? Да. Ну-ка, вперед держим. Да. Все хорошо. Сейчас проверим вторую ручку тоже. Держим. Смотрим на полоски. Все хорошо. Ложимся на спинку. Колено смотрим. Ножку прямо держим. Прямо. Я буду вниз давить, вы сопротивляйтесь.
держит. Выключается. Пока идеально. Мы сейчас нагрузим немножко. У вас же под нагрузкой, да? Угу. Ну, под определенным углом сгибания, я бы так вот сказала. То есть А давай попробуем, сейчас попробуйте сделать. даже не так нагрузка, как определенный угол. Попробуйте сделать этот угол, как да, вы то делали. есть Да. вот как-то вот так, и уже сразу Вы сейчас ощущаете. чувствительно, да. Ага, дискомфорт. Дискомфорт. Все, ложимся. Теперь мы посмотрим, как работает эта мышца. Смотрите, мы сейчас, вроде мышца работает. Мы сейчас нагрузим ее более хитро. Я буду давить вот здесь и давить вот здесь. Ваша задача тут 90 удерживать, там 90. Сопротивляемся. И она так не работает, да? А если так, держим. Сила. Если так, сила. А если вместе, слабость. Все, это говорит, что там есть дисфункция в коленном суставе, скрытая. Сейчас мы ее найдем. Так, а нам надо только единственное, что сделать. Нам нужно поменять кушетку. Все отлично. Теперь я близко к колену. Еще раз протестирую. Сопротивляюсь. Хорошо. Теперь я буду натягивать отдельно связочкой. Натяну переднюю крестообразную связку. Держим. Натяну заднюю крестообразную связку. Держит. Теперь мы нагрузим мениски. Задние рога. Держим. Слабеет. Задняя рука мениска, либо передняя часть. Что-то мы натянули, есть проблема. Сейчас мы сделаем так. Делаю стимул. Держим. Слабость. Я проглажу переднюю часть. Да, и это проблема с медиальным мениском, задним рогом. Там ничего такого не было. Ну вот только что, получается, недавно делала УЗИ. У ортопеда мениски все идеальные. Все идеальные. А что на УЗИ там что-то еще нашли? Ну, получается, воспаление нашли именно вот в прямой мышце бедра. Здесь вот. Где-то вот здесь, в этом районе. Латерально. Да. Угу. Вот здесь, да? Угу. Так больно? Ну да, неприятно. Хорошо, мы тогда будем на это опираться. Так вот болезненно. Хорошо. Еще раз, может быть, это натягивается сухожилие. Еще раз я сделаю. У нас будет слабость. Я проглажу сухожилие здесь. Да. И оно связано как-то с этим. Просто есть две головки, которые крепятся к менискам в том числе. Угу. То есть задача этих латеральных и медиальных головок как раз, когда мы, смотрите, когда вы, например, присаживаетесь, да, то есть из прямого положения идет вот сюда. Мениск, он располагается здесь, когда идет движение. Мениск как бы выталкивается вперед. Нет. Только когда идет движение. Мениск, да, выталкивается вперед. Это при вставании. А при приседании наоборот. Давайте так еще раз. Движение идет так. Мениск должен выталкиваться вперед. Сейчас я тут затупился. Движение идет вот так. Он выталкивается назад. Да, когда мы ногу выпрямляем. Да, то есть смотрите, когда у нас идет движение вот так, мышцы, которые как раз работают, делают это движение, они вот спереди нас располагаются. Мениск выталкивается назад в этом случае. То есть вот идет как бы вот такое воздействие на мениск. Он как бы назад выталкивается. И мышца, которая крепится спереди, она его поддерживает, чтобы он не травмировался. Если не работает, то будет проблема с мениском. Мы сейчас протестируем конкретно эту мышцу. Согнуть ножку вот так. Теперь смотрите, я буду тестировать вот ту мышцу, которая у вас болит. Сопротивляемся. Она не работает. Теперь вот эту посмотрим. Ну хорошо, значит мы нашли мениск идеально. Сейчас я еще что-нибудь понагружаю. Постучу над коленник. Я нагружаю сам сустав. И возникает тоже слабость. Да, вот здесь. То есть вот где-то здесь медиальный край нагружается. Сейчас мы это полечим и посмотрим, включится мышца или нет. Так и есть. То есть получается, она у вас не работает. И под определенным углом, где она должна работать, она не работает, вы как бы падаете.
сделаем хитрое то движение. Я буду здесь и здесь тестировать. Держим. Вроде держит. Теперь посмотрим, эта мышца включится или нет. Расслабить. Вот так. Легче держать. Да. Давайте попробуем встанем. Ну да, сразу Лучше? прям получше. Ложимся. Сейчас еще спину проверим. Да. Еще движение получается полностью так. Да. То есть когда-то просто вы, возможно, спрыгнули, или там была какая-то вот такая осевая история. Ну, не знаю, прыгнули, оступились. Ну да, она выключилась. И возник сигнал, и какой-то вот часть мышц выключилась. Теперь мы посмотрим другие сегменты, стопу проверим. Грузим стопу, держим, держит. И мы посмотрим тазобедренный сустав. Он у вас тоже, да? Тут где-то боль бывает. Я немножко так натянул мышцу. Да, еще есть такая связка. Внизу тазобедренного сустава есть связочка, которая не дает ему выпадывать, условно говоря. Там эта связка называется поперечная, и я ее натягиваю. Вот таким вот образом я ее тяну. Возникает слабость. Посмотрим, где компенсация. Там, где болит, да. Теперь раз, два, три. А можно через эту же. Держим. Хорошо. Мы лечим тазобедренный сустав. Бывает так, что когда вы находитесь в какой-то тотальной гипотонии, у вас иногда мышцы, видите, в гипертонусе, иногда они слабые, вы переутомлены, там, не знаю, эмоционально какое-то переживание, когнитивно, физически устали, не поели что-нибудь. То есть вы можете быть слабы. И тогда вы можете спокойно в себе наработать какое-то количество историй травматических. Там дернули связочку где-то, потому что мышца не защищает связку в этот момент. Я сейчас проверяю именно это. Сейчас я это полечу. Снова посмотрим. Держим. Хорошо, теперь я проверю еще там связочку. Ножку вот так. Держим. Сила. Теперь вот так. Держим. Сила. Хорошо. И стопу еще. Сила. Все. Когда мы лечим колено, мы лечим и стопу, и тазобедренный сустав. Все, в принципе, готово. Отлично. Попробуйте снова, протестируйте, посмотрите, все ли хорошо. Так, еще получается, да, сесть, потому что это вот нормально, а здесь, все равно где-то, да, внутри еще глубоко вот это положение Ложимся на спину. еще остается. То есть, когда полностью вы сгибаете ногу, да. остается. Смотрим еще. Это то, что я находил низко. Снова вот так сделаю движение. Да, там все равно низко остается. Класс. Класс, обалдеть, вот это магия. Класс. Все. Дозировано все на нагрузку. Конечно. Мы сейчас восстановили, там все равно обычно связки, им, чтобы хорошо зажить, нужно 21 день. То есть 21 день поберечь, не рвать, Да. не дергать, то есть нагружайте аккуратно. Вот это полное сгибание уже, оно сейчас по-другому даже у вас идет. То есть мягче само движение. Не делайте его много, не перегружайте пока. Потом много надо ходить, и все. По поводу сколиоза интересно, что там поменяется. Но я не думаю, что там прямо изменится, потому что там уже что выросло, то выросло. Но там какие-то градусы можно выиграть. Там обычно а если бы вы были подростком, то мы бы больше выиграли градусов. Так 5-7 градусов можно спокойно. Держим. Отлично. Эту руку вперед. Держим. Отлично. Все хорошо. Как самочувствие? Такое закрутило немножко. А с поясницей как у нас сейчас? Потому что у меня бывает так сильно отдает,
что вот спазм около пупка в течение часа сохраняется. То есть я прямо вообще загибаюсь, и то есть я понимаю, что это мне именно какой-то вот идет от поясницы, от стрел. От поясницы? Вы уверены, да, что от поясницы? Садимся тогда. 100%. Давайте тогда мы посмотрим. Прямо по брюшной вот так полости и вот как раз в область, может быть, не знаю, мышцы пресса слабые. Сейчас посмотрим. Мы сейчас локально посмотрим позвонки. У меня сейчас есть мышца, на которую я могу опереться. Вы нажмите вот сюда на сухожилие. Вижу. И я немножко тут постимулирую позвоночник. Постучу здесь. Все супер. Как проверить спину? Как вам? Что нужно сделать, чтобы вы поняли, что она стала лучше? Да даже не знаю, так в обычном положении никак. В основном дискомфорт даже не так днем, вот как ночью. То есть люблю спать на спине, и то есть вот долгое такое неконтролируемое лежание на спине, и еще люблю покриво полежать, то есть чтобы одна нога была, соответственно, и правая сторона, я понимаю, что она перерастяжима, потому что это вот идет вытяжение вот так, а левая всегда сторона зажата. Я максимально пытаюсь, конечно, это контролировать, но как-то не всегда во сне получается. Хорошо, лягте еще на спинку, я сейчас проверю поясницу еще. И я понимаю, что все зажимы из-за этого тоже, из-за ночных каких-то вот... Держитесь за край кушеточки, сопротивляемся. Работает, сюда, работает. Переворачиваемся на живот, еще вот так, ножку держим, держит. Раз, два, три, держим. Все, да, все. Это еще категория таза. То, что может и само пройти. Ну да, больно очень ну вот где-то нажали. Сейчас посмотрим. Здесь болезнь? Да. Лучше, да, сейчас? Да. Меньше больно? Меньше. Держим. Отлично, хорошо. Вы не устали? Нет. Чтобы это не перегрузить. Теперь. Так, Так сидим? держу. Ну, можно сидя. Держу. Держит. Теперь я буду вверх и вниз. Немножко слабость тут есть. Так, хорошо. Встаем. Сейчас я посмотрю другие. Опускаем. Посмотрим. Так, я вас буду толкать вперед, вы сопротивляетесь. Отлично. Голову чуть повернуть сюда. Сопротивляемся. Хорошо. Сюда. Хорошо. Опускаем. Здесь немножко слабость, да? Так, еще тут у вас что-то шрам на подбородке. Сопротивляемся. Слабость. Положите руку сюда. Тоже включается. Ножки вместе. Ножки вместе. Сопротивляемся. Я теперь буду толкать вот так, вы сопротивляетесь. Слабость, да? То что-то не держит. Еще раз. Хорошо, где лучше. Тогда мы посмотрим, идет фиксация или нет. Снова ручку сюда. Сопротивляемся. Еще раз. Не держит. Другая история. А вы точно положили, да, корректно? Это вы в каком возрасте упали? 7 лет. 6. Нет, пускай. Проверяем снова вот эту ротацию. Сопротивляемся. Легче стоит сейчас? Да.
Сейчас я попробую вернуть. Держу. Держу. Стоится, да? Стоится. Угу. Сопротивляемся. Держу. О, хорошо стоится. Да, да. Сопротивляемся. Отлично. Сейчас еще кое-что проверю. Раз, два, три. Держу. Раз, два, три. Держу. Держу. Хорошо. Как самочувствие? Хорошо все. Прям как-то даже раскрылась, так сказать, грудная клетка. Все, давайте мы вас тогда отпустим. Да. Ждем обратную связь. Да, отлично. Ну, в течение 3-4 дней дайте, там, напишите, Конечно. как дела. Если какие-то вопросы, пишите. Хорошо. А так, я думаю, что прям будет Спасибо хорошо. большое. Всё, Ну, можно- в общем, можно у меня делать. полный комплект. Итак, что мы увидели? В нашей пациентке был глобальный ответ, нестабильность. Она падала во все стороны. И этот глобальный ответ был связан с травмой в родах. Оттуда мы увидели, что возникает много проблем. Оттуда возникает сколиоз, нарушение работы щитовидной железы, проблема с правой стопой. И мы все это связали, нашли место, которое запускало вот этот каскад жалоб, и мы это убрали. Помимо этого мы разбирались с самим коленным суставом. В коленном суставе, там действительно, где у нее возникала боль, там не работала мышца. Просто не работала мышца. И когда она нагружала эту мышцу, у нее возникали болевые ощущения. Мы нашли причину этого всего, полечили, убрали. Боль ушла, оставалось после этого дискомфорт при сгибании коленного сустава. Это было связано с мениском. Это функциональные изменения мениска, которые не видны на МРТ и на УЗИ. И мы это тоже убрали. И прямо здесь и сейчас у нее боль ушла. Она спокойно могла садиться на коленный сустав, полностью его сгибать. И дальше мы еще проверили некоторые параметры. Мы нагружали тело по разным осям и обнаружили, что есть еще какая-то проблема, которую мы тоже нашли причину. Это был рубец на подбородке, и мы вот эти все истории убрали. После этого пациентка чувствовала себя очень хорошо. Через неделю она даст обратную связь. Я думаю, что все будет у нее хорошо. В ее случае из рекомендаций она может прийти повторно через 3-4 недели, на то, чтобы посмотреть, как у нее работает, все ли сохраняется, все ли хорошо. Возможно, этого приема и не понадобится, потому что мы, в общем-то, все истории у нее закрыли. Если тебе понравилось это видео, ставь лайк, подписывайся на канал, нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, и обязательно пиши комментарии и вопросы. Я буду на них отвечать. А если ты хочешь стать специалистом метода PDTR, научиться именно так работать, то у нас есть курс, который занимает 1 год. То есть ты за 1 год можешь стать специалистом хорошего уровня и помогать своим пациентам. Сейчас у нас некоторые группы заканчивают, и там специалисты, которые еще не закончили, у них еще остался 1 семинар, они уже получают вау-результаты, и к ним очередь. Записаться на наш базовый курс по методу PDTR можно по ссылке в описании. Проходи, знакомься, мы тебя ждем на обучение. И еще у нас есть классный мастер-класс однодневный, на котором ты можешь научиться простым тестам, которые мы разработали в нашей школе PDTR. Эти тесты легко воспроизводимые. Они не требуют глубоких знаний анатомии. Они не требуют дополнительного оборудования. Вы усвоите эти тесты за 1 день и сможете уже тестировать своих родственников, своих пациентов и находить источник жалоб у этих пациентов. И это очень простой, очень эффективный способ быстро найти причину. Приходите учиться, ссылка тоже в описании. До скорых встреч, до новых видео. С вами был Атякшев Александр. Пока.